Национальное платье в пол, длинный рукав и обязательно головной убор. Так выглядит первая чеченская кукла. Широкой публике ее представил уполномоченный по правам ребенка Хамзат Хирахматов. Сегодня что происходит? Во всех детских школьных принадлежностях, во всех детских игрушках, везде указаны одни и те же персонажи, именно которые несущие характер, чуждый для нашего народа. Ассоциируется хаос, безнаказанность. Сегодня у нас очень прекрасные герои наши сказочные, допустим, русский богатырь, чеченский конах, допустим, осетинский Алан и другие добрые феи, Мелх Азми, Марьям. У нас будут свои национальные куклы, которые будут представлять все национальности Российской Федерации. Над созданием нового образа игрушек республики задумались из-за высокой популярности героев западных мультфильмов, которые зачастую имеют агрессивный образ. Это, в свою очередь, отражается на формировании психики ребенка, говорят педагоги. Ребенок формируется как человек в раннем детстве. И поэтому очень важно, какие игрушки и какая среда его окружает. И именно познание мира и познание своей среды происходит через игру и через игрушки, через то, что он видит. Дети подражают любимым героям из мультфильмов и сказок. Именно поэтому очень важно, какие игрушки их окружают. В связи с этим художники и дизайнеры намерены выпустить серию кукол из народного эпоса. Тинатин Музашвили, Муслим Типаев. Новости.